Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами начинаем урок музыки в 4 классе. Тема нашего урока – с чего начинается Родина. Мы закончили большой раздел, как он называется? «Моя Родина Казахстан». В этом разделе вы научились работать с музыкальной картой, составлять музыкальный путеводитель Казахстана, слушать музыку, понимать ее и рассказывать о этой музыке, да? О этой музыке. Молодцы большие. Вы научились. А что мы узнали? Вы узнали, в чем сходство географической и музыкальных карт, о творчестве Джузеппе Верди, Михаила Глинки, нашего казахстанского поэта-композитора Асета Жубанова, и в чем различие между вокализмом и вокалом. Да? Ой, молодцы. Так. Какие музыкальные термины узнали в этом разделе? Современный эстрадный вокал, классический вокал, а о народном вокале мы сегодня на нашем уроке поговорим, да? Да. Ну все, молодцы. Так и написано. Сегодня на уроке мы узнаем, что такое народный вокал, кто такая Куляш Байсеитова, и ознакомимся с песней «Ласточка». Ой, молодцы, «Ласточка». Теперь послушаем. В музыке есть паузы. Они делают музыку узнаваемой, неповторимой и красивой. Как и ноты, паузы тоже имеют свою длительность. Пауза – это перерыв в чем? В музыке. Теперь давайте послушаем это на сегодняшний урок. С чего начинается Родина? Слушаем. Что мы Родиной зовем? Дом, где мы с тобой живем. И березки, вдоль которых, взявшись за руки, идем. Что мы Родиной зовем? Все, что в сердце бережем. Наши праздники и песни, теплый вечер за окном. Казахская поговорка гласит: дорога в свершении начала, порог отчего дома. Для каждого человека Родина – это место, где он родился, где живут его родители, его друзья, где он впервые пошел в школу. Самая первая песня, которую мы слышим, это песня мамы, колыбельная. В любой стране мира, у любого народа колыбельная песня является символом материнской любви, заботы и ласки. А вот символом родного дома у многих народов считают ласточку. Сегодня мы с вами послушаем армянскую народную песню «Ласточка» в исполнении казахской певицы Куляш Байсеитовой. Это яркий пример народной манеры пения, народного вокала. Обратите внимание на виртуозное подражание голосу птицы. Куляш Байсеитова – советская казахская оперная певица, драматическая актриса. Ее природный музыкальный талант проявился рано. Она заучивала и исполняла песни, услышанные от отца. В 1933 году вошла в состав музыкального театра, ныне Казахский театр оперы и балета имени Абая, где выступала до конца жизни. Кроме оперной сцены, выступала и как концертная певица, исполняла народные песни на многих языках. На прошлых уроках мы с вами знакомились с особенностями эстрадного и оперного или классического
армянского вокала. Так вот, Гуляш Байсеитова является представителем двух направлений, как оперная певица и как народная исполнительница. В основе народного вокала – вокальные традиции конкретного народа. Часто народные исполнители демонстрируют слушателю особую разговорную манеру пения и горловой так называемый плоский звук. А теперь, ребята, давайте запишем то, что мы узнали в тетради. Народный вокал – это вокальные традиции конкретного народа. Гуляш Байсеитова. Песня «Ласточка». Так, вот вы прослушали хорошее видео, да? Хороший видеоматериал. Сперва вы прослушали стихотворение Валентина Степанова. С чего начинается Родина, да? Родина. Что мы Родиной зовем? Вообще, как гласит пословица, казахская пословица, вот дорога с вершины, начало порог отчего дома. Улы жол үйінің табалдырығы, үйінің табалдырығынан өз үйінен басталады. Вот, и какую песню вы прослушали? Армянскую песню. Как называется? «Ласточка». Какое при исполнении Гуляш Байсеитовой что вам напомнила музыка? Про Родину. Потом, молодец. Про ласточку, да? Гуляш Байсеитова донесла это пение, это ласточки или нет? До вас. Вы услышали это? Да. Услышали, молодцы большие. И вот смотрите, вот в народном вокале вот указывается конкретное, какую этот, на основе которой лежат вокальные традиции конкретного народа. Если вот армянское, звучание прозвучало что-то армянское, да? А когда вы увидели первое стихотворение этого Степанова, вы сразу почувствовали конкретное настроение какого народа? Казахского народа. И вы подумайте, я вам задам вопрос, почему мы разучиваем сейчас песню «Ласточка»? Вы видели фильм «Почему у ласточки хвост рожками»? Такой вот фильм видели, да? На казахском. «Қарлаштың құйрығы неге айыр». Вот. 55 лет назад снят этот мультфильм, но этот мультфильм никогда не теряет свою актуальность. Почему? Почему ласточка где вьет свое гнездо? Можно я? Да. На доме человека. Да, где мы живем, да? Из-за этого многие что делают? Даже свои дома не переезжают, да, чтобы не испортить гнездо ласточки. Интересный этот мультфильм? Да. И недаром этот мультфильм взят, что птицы являются как другом человека, да? Другом человека. Молодцы. Вот только что мы все это прослушали. Теперь я с вами хочу сегодня разучить песню «Ласточка» на слова Шафирана и на музыку Крылатова. Сначала я прочитаю, мы внимательно слушаем. Хорошо? Вообще, песня состоит из 4 куплетов и припева, да? После первого припева только 2 строчки повторяются, а на остальных 2, 3, 4 также этот припев что делает? Повторяется. Слушаем очень внимательно. «Ласточка» слова Шафирана, музыка Крылатова. Не прошла зима, снег еще лежит, но уже домой ласточка спешит. На ее пути горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. В первом куплете что? Только 2 строчки повторяются. Второй куплет. Нет порой сил, труден перелет, только как весна из нее придет. Припев. На ее пути горы и моря. Слушай, ты лети, лети, ласточка моя. На ее пути горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. Будь ее гнездо трижды золотым, тот далекий край не назвать родным. На ее пути горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. На ее пути горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. Не прошла зима, и земля бела, но уже вдали машут 2 крыла. Ты лети, лети, ласточка моя, на ее пути горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. Сейчас мы прослушаем эту музыку, вместе распоем
и слушаем, будем не очень внимательны. На что? На паузах, да? На паузах. Потому что тоже, это, как и ноты, они тоже имеют свою что? Свою деятельность. Давайте расправим плечи, прямо сядем и послушаем. И здесь прямо на экране распоем эту песню. Очень внимательно, очень свободно. Вы большие молодцы. Слушаем. Народного вокала. Мы узнали, кто такая Куляш Байситова. Куляш Байситова в этом году исполнилось, ребята, 110 лет. Она оперная и народная певица. Прослушали в ее исполнении какую песню? Народную песню «Ласточка». Мы сравнили все разные виды вокала. Какие виды вокала бывают? Народные. Ясмин? Традиции. Эстрадные. Потом еще какие? Современные, да? Потом народные. Самое главное называть народные. Так, сегодня вы все большие молодцы. Дома домашнее задание разучить хорошо песню «Ласточку». Да? Вам урок понравился? На сегодняшнем уроке все вы хорошо участвовали. Ясмин, Ахнор, Хасиет. К следующему уроку еще раз хорошенько подготовиться. Большое спасибо вам. Спасибо. Урок закончен. Спасибо за внимание.